Энергосберегающие ртутосодержащие лампы в Таджикистане теперь вне закона. Автор «Москва, метро, Люблино, работаем» встретились с почестями. Кыргызы выступают против обязательного применения контрольно-кассовых машин. Талибы заявили об уничтожении лидера ИГИЛ Хурасан. Таджикистан запретил ввоз, производство и продажу ртуть содержащих энергосберегающих ламп в стране. Соответствующее постановление правительства вступило в силу с 1 июня 2022 года. 10 лет назад правительство заставляло всех покупать только такие лампы. К слову говоря, ртутосодержащие лампы – это те самые энергосберегающие лампы, которые так активно внедрялись в 2009 году, когда власти страны запретили ввоз и продажу традиционных ламп накаливания, известных как лампочки Ильича. Тогда фактически принудительная для граждан компания обосновывалась экономией электроэнергии, но до сих пор в стране ощущается нехватка электроэнергии. Особенно остро эта проблема стоит в отдаленных сельских местностях, жители которых имеют ограниченный доступ к электричеству в зимний период. Взамен ртутных ламп правительство поручило Министерству промышленности и новых технологий и Комитету по инвестициям принять меры по активизации производства в стране энергосберегающих светодиодных ламп, которые безопасны с экологической точки зрения. В своем постановлении правительство не объяснило причину запрета на ввоз, производство и продажу ртутных ламп, но, по всей видимости, это связано с проблемой по утилизации этой продукции. В 10-х годах правительство Таджикистана в принудительном порядке заставляло население покупать только такие лампы, а теперь они попали в немилость. Ранее руководство ГУП ЖКХ республики сообщило журналистам, что в стране есть оборудование для утилизации ртутных ламп, но нет ни одного специалиста, который мог бы организовать деятельность по их обезвреживанию. Поэтому основная масса таких ламп вместе с другим мусором сбрасывается на обычные свалки, что приводит к загрязнению окружающей среды. Утром 13 июня депортирована накануне из России бойца ММА, героя МЭМа «Москва, метро, Люблино, работаем» Сайму Мадиева на его малой родине, городе Куляп на юге Таджикистана, встретили музыкой и танцами. По словам друзей, сейчас, после более 2 недель, проведенных в московском приемнике, спортсмен отдыхает дома в кругу родных. Накануне 12 июня появилась информация о том, что Сайму Мадиева уже ночью с 12 на 13 июня депортируют из России рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетающего из московского аэропорта Домодедово в Куляп. Сам спортсмен вышел в прямой эфир прямо с автобуса, который вез его и группу других депортированных таджикских мигрантов в аэропорт. Бодрый духом спортсмен призвал своих болельщиков не переживать за него, все будет хорошо, заверил он всех. Друзья, вы очень много пишете, на самом деле, на данный момент. Я в аэропорту, я в самолете сейчас, вот здесь связи вообще не будет. Некоторые звонят, которые пишут, не могу ответить. Это депортировали, да, все то, что вот везде вышло, это все правильно, да. Так что, иншалла, будет все хорошо, дальше больше. И в Москве, но в другом месте, ребят. Так что меньше пишите на данный момент, что-то успокоюсь, что в себе как бы как подойду, и все будет хорошо. И на связи будем, иншаллах. Так что всем ассаламу алейкум. Перед зданием администрации президента и Кабинета министров в Бишкеке сегодня, 13 июня, митингуют более 200 предпринимателей. Они выступают против обязательного применения контрольно-кассовых машин и введения счет-фактуры и требуют оставить патентную систему, передает Централ Азия. Протесты против кассового аппарата также проходят сегодня в Талской области. В нем принимает участие около 80 человек. Участников митинга выслушал председатель Кабмина Кыргызской республики Акалбек Жапаров. В итоге он заявил, что будет введен 10-дневный мораторий на установку контрольно-кассовых машин, а также отменены штрафные санкции. Он призвал собрать 10 человек из разных регионов Кыргызстана. Согласно принятому 18 января этого года налоговому кодексу Кыргызской республики, все субъекты предпринимательства в стране должны работать с применением КГЭ. Но это вызвало недовольство предпринимателей и вылилось в противостояние бизнеса с властями. Дело дошло до митингов.
Боевикам радикального движения «Талибан», захватившего власть в Афганистане, удалось ликвидировать группу членов ИГИЛ Хорасан, в том числе ее командира, который был уроженцем Узбекистана. Об этом сообщает Хана Пресс со ссылкой на заявление официального представителя талибов Забиуллы Муджахеда. Операцию по уничтожению группы ИГИЛ Хорасан прошла 11 июня в городе Толукан, административном центре северной провинции Тахар. Ранее разведка талибов выяснила, что в Толукан прибыла группа террористов, планирующих теракт в городе. О потерях среди самих боевиков Талибана не сообщается. О задержанных стало известно, что командиром этой группы был гражданин Узбекистана Юнус Узбекистани. Он один из убитых, пояснил информатор.